Теперь научимся произносить все взрывные щелевые согласные. Как уже отметили, в туринском языке все буквы парные. То есть передний взрывной «г» соответствует передняя взрывная глухая «к». Задний взрывной «в» звонкой соответствует задняя взрывная «к». Например, слово здесь «тенге» и «эти». Здесь слово «анг» и «ак». Вот это взрывные буквы. Теперь щелевые. Передней щелевой звонкой «г» соответствует передняя щелевая глухая «х». Например, «игиль». Возвращайся. Возвращайся. И «хир». Глухая передняя пара. «Хир» — грязь. Передняя, задняя. Задняя щелевая «аг» и задняя щелевая глухая «х». «Агым». И «хар». «Агым» — это течение, «хар» — это снег. Задняя. Как произносить вот эти все буквы? Передняя щелевая «г» произносится как и буква «г», но без взрывного компонента. То есть не касаются язык и небо, а лишь приближаются не «г», а «г». Не смыкаются, а только приближаются. «Г», «г», «г». Точно так же и с задней буквой. Задняя «аг». Попробуйте произнести слово «холод». «Х» — это глухая задняя щелевая буква «х». Вот на этом уровне. Добавьте голос «х», «г». Получится задняя звонкая щелевая «г». «Агым». «Х», «г». «Агым». Точно так же произносятся взрывные буквы. Задняя «х». Как при произнесении буквы «х», смыкание на том же уровне, теперь лишь должно произойти смыкание и взрыв. «К». Не «х», а «к». Вот. «К». Точно самое с задней взрывной буквой «г» звонкой. «К», «г». «К», как научились произносить от слова «х», «х», «к» и добавляем голос «г». «К», «г», «к», «г». Вот.